Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина d'Ампеццо. Выборы места проведения игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. На проведение 25-х зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую 34. Один человек воздержался. От России голосовали члены Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Российские спортсмены стали хозяевами 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей в понедельник на Европейских играх в Минске. Награды высшего достоинства завоевали мужская сборная России по баскетболу 3 на 3, дзюдоист Арман Адамян, а также стрелки Артем Черноусов и Маргарита Ломова. Серебряными призерами стали дзюдоист Инал Тасоев и стрелок Сергей Каменский. Бронзу российской команде принесли стрелки Алексей Алипов и Дарья Семьянова, дзюдоисты Хусейн Халмурзаев и Ксения Чибисова, а также Татьяна Конакова и Георгий Шихалеев, выступавшие в миксте в спортивной аэробике. Сборная России сохраняет лидерство в медальном зачете. На ее счету 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. Сборная США одержала победу над командой Испании со счетом 2-1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции. В составе победительниц дубль оформила Меган Рапино. У испанок забитым мячом отметилась Дженнифер Эрмосо. В четвертьфинале сборная Соединенных Штатов встретится с командой Франции, которая в 1/8 финала обыграла бразильянок со счетом 2-1. В другой встрече игрового дня сборная Швеции одержала победу над командой Канады со счетом 1-0. Единственный мяч на 55-й минуте забила Стина Блэкстениус. В четвертьфинале сборная Швеции встретится с командой Германии, которая в своем матче 1/8 финала обыграла нигерийских футболисток со счетом 3-0. Турнир завершится 7 июля. Голландский футбольный клуб «Аякс» подписал контракт с полузащитником испанской Севильи Квинси Промесом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 5 лет. За переход Промеса голландцы заплатят 16 миллионов евро. В составе Севильи футболист сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. До лета прошлого года голландец выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 голов и сделал 34 ассиста. Добавим, что Промес является самым результативным легионером в истории «Спартака». Акробаты Ник и Лияна Валенда на глазах у тысяч зрителей прошли по канату, натянутому над Таймс-сквер на высоте 25-го этажа. Для Лияны это был первый трюк после инцидента 2017 года, в котором она получила множественные переломы, рассказывает Артем Сторонов. Брат и сестра Ник и Лияна Валенда в воскресенье прошли по канату, натянутому на высоте 25-го этажа между двумя небоскребами на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Понаблюдать за выполнением головокружительного трюка собрались тысячи человек. Акробаты вышли навстречу друг другу с разных концов каната длиной почти 400 метров. Посередине дистанции Лияна присела, а Ник перешагнул через нее и пошел дальше, после чего его сестра также продолжила движение. Оба канатоходца успешно добрались до конечных точек назначения. Лияна Валенда решилась на исполнение трюка впервые после инцидента 2017 года, когда она сорвалась с 10-метровой высоты во время тренировки во Флориде. Женщина попала в больницу с множественными переломами, но на пресс-конференции в воскресенье она призналась, что совсем не волновалась. Больше всего меня удивило собственное спокойствие. Я опасалась, что буду нервничать гораздо сильнее, но страх просто покинул меня. Честно говоря, в какой-то мере это была самая спокойная часть моего дня. Ник и Лияна – представители 7-го поколения цирковой династии Валенда. Они регулярно исполняют разные головокружительные трюки. Ник в прошлом прошел по канату через Ниагарский водопад и Гранд Каньон. По его словам, теперь он собирается совершить прогулку над жерлом действующего вулкана. Это были новости спорта. Всего доброго.